В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ознакомиться с ходом строительных работ. Президент совершил рабочую поездку в Ачамчиру. Долгожданный ремонт. По улице имама Шамиля начали укладку асфальта. Скульптура, керамика, декоративно-прикладное искусство, графика. Юбилейная выставка работ Валентины Хурхмал в Центральном выставочном зале. Сегодня президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Ачамчиру, осмотрев ряд строящихся объектов, в их числе мемориальный комплекс погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, а также здание районного ЗАГСа и детского сада. Строительство памятника погибшим защитникам Отечества в городе Ачамчира было начато еще в 2013 году, но из-за отсутствия финансирования так и не было закончено. Автор памятника – художник Батал Джапуа. Несколько месяцев назад руководство страны приняло решение о возобновлении строительства. На эти цели из республиканского бюджета выделено порядка 10 миллионов рублей на установку гранитных плит, благоустройство территории вокруг памятника и освещение. Что касается барельефа, то для его выполнения необходимо больше времени, так как композиция будет вылита из бронзы. Глава государства, осмотрев ход работ, отметил, что ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии все они должны быть завершены. Строительные работы ведет местная компания, которую возглавляет Максим Харчелава. Серый гранит, наверху будет желтизной, это оникс, это дорогой камень, который подсветкой просвечивается полностью и дает вид, сдалека смотрится. А на низу, значит, гранит, мрамор черный, пьедестал, после идет изумруд гранит, ночью свет попадает, она блестит, а здесь первая площадка большая, это серый гранит, и все лестничные эти самые будут серым гранитом, выходить будет сюда. Затем Рауль Хаджимба осмотрел ход строительных работ в здании местного ЗАГСа, где ремонт осуществляется за счет республиканского бюджета. Главе государства также показали новое помещение районного подразделения Министерства внутренних дел. Здесь будут располагаться отделения ГАИ, паспортный стол и автошкола. 3 миллиона рублей уже вложено в ремонт здания, но, по словам главы администрации Ачамчирского района Хирпса Джопуа, для завершения работ необходимо еще столько же. Мы показываем президенту, как главе государства, что такое определенное финансирование МВД. Не администрация, а по линии МВД надо осуществить для того, чтобы, скажем, чтобы это здание ко дню открытия памятника тоже, чтобы выглядело, если даже не внутренняя часть, но фасадная часть, мы должны его завершить, закончить. Вот с такой просьбой мы обращаемся. Рауль Хаджимба побывал и на строящемся в рамках российской инвестпрограммы объекте. В прошлом году в Ачамчире началось строительство детского сада, рассчитанного на 100 мест. Сметная стоимость проекта – 129 миллионов рублей. Работы ведет госкомпания Апснергылара. На данном этапе уже завершены все монолитные работы. Мы приступили, значит, к кладке блока. В ближайшие дни приступаем, значит, к устройству крыши, а также приступаем к инженерным работам. Это сантехника, электричество, электрика, водоснабжение, канализация. Уже эти работы выполнены. На данном этапе мы еще занимаемся устройством забора. Ну, то есть уже пошли у нас работы такого этапа, так сказать, отделочные работы. Глава государства увиденным на объектах строительства остался доволен. Кроме того, как отметил Рауль Хаджимба, руководство страны поможет и в восстановлении помещения районного подразделения МВД. Работа по памятнику погибшим ребятам ведется. И сегодня вот выделены средства, деньги есть. Все деньги направлены на то, чтобы сейчас вот в полном объеме приобрести те необходимые материалы для того, чтобы завершить строительство к Дню Победы. И что касается подразделения МВД, да, здание действительно требует соответствующих каких-то работ. Я сегодня говорил и с премьер-министром, мы на эту тему уже обсуждали перед выездом. Нужны соответствующие финансовые вливания для того, чтобы привести в порядок. Я думаю, что помочь нужно. Рауль Хаджимба также остался доволен ходом строительных работ детского сада и выразил уверенность, что объект будет сдан в эксплуатацию качественно и в срок.
Сегодня президент Рауль Хаджимба подписал указ о временном установлении безвизового въезда в Республику Абхазия иностранных граждан в туристических целях в связи с проведением на территории Российской Федерации чемпионата мира по футболу ФИФА. Согласно указу, с 15 июня по 1 августа 2018 года иностранным гражданам разрешен въезд в Республику Абхазия в туристических целях без получения визы через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе. Этим же указом с 15 июня по 1 августа приостановлено действие подпунктов 1 и 2 пункта 1 указа президента Республики Абхазия об установлении безвизового въезда в республику отдельных категорий иностранных граждан от 30 июня 2016 года. Действие настоящего указа не распространяется на граждан Грузии. Завтра, 14 июня, президент Абхазии Рауль Хаджимба по приглашению организаторов посетит открытие чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, как говорится в сообщении, в пятницу, 15 июня, президент Абхазии примет участие в форуме «Молодые лидеры России и Абхазии. Прорыв в будущее», организованном фондом «Послы доброй воли Абхазии», который также пройдет в Москве. Генеральная ассамблея ООН вновь приняла резолюцию Грузии о положении так называемых беженцев из Абхазии и Южной Осетии. За резолюцию проголосовали представители 81 страны. Против принятия резолюции выступили 16 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, КНДР и Кубу. 62 государства воздержались, 34 члена Генассамблеи не приняли участие в голосовании. Комментируя принятие резолюции Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы отметил, что такого рода резолюции носят абсолютно популистский характер. Как известно, на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была принята очередная резолюция, посвященная вопросу беженцев. Но хотелось бы начать с того, что данные резолюции они носят рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы. Но вы знаете, что это не первая резолюция, которая выносится на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, посвященная этому вопросу. Хочу отметить, что данные резолюции они носят абсолютно популистский характер. Почему? Потому что в рамках женевских дискуссий, на которых Абхазия принимает участие, мы всегда говорим о необходимости того, чтобы вопросы, которые касаются Абхазии и непосредственно грузино-абхазского конфликта, все вопросы обсуждались бы непосредственно в том числе с участием представителей Абхазии. Потому как выходит некий абсурд, когда обсуждают вопросы на различных международных площадках без участия представителей Республики Абхазия. Поэтому мы говорим о необходимости присутствия наших представителей на подобных международных площадках, где обсуждают все эти вопросы. Если мы говорим непосредственно о данной резолюции, то я могу лишь сказать о том, что эти резолюции носят исключительно популистский характер, о котором я уже говорил, и они не направлены никоим образом на возможность решения той или иной проблемы. Поэтому мы каждый раз комментируем подобные резолюции, говорим о их несостоятельности и призываем всегда международное сообщество к тому, чтобы в обсуждениях, связанных с вопросом Абхазии, всегда присутствовали мы. Посольство России в Абхазии также прокомментировало итоги голосования в Генеральной Ассамблее ООН по грузинскому проекту резолюции. Смысла в этой затее давно не видит подавляющее большинство государств-членов ООН. Причем очевидно, что даже проголосовавшие за пресловутую резолюцию страны сделали это чисто автоматически из искусственной политизированной солидарности с Тбилиси. Ведь всем понятно, что никаких практических результатов эти резолюции не принесут, да и не могут принести, поскольку конфликты Грузии с Абхазией и Южной Осетией уже многие годы, если не десятилетия, носят межгосударственный характер.
характер и нуждаются в урегулировании на основе общепризнанных норм и принципов международного права, а не продолжении голословной пропаганды времен Саакашвили, подчеркивается в частности в комментарии. Кстати говоря, отмечается в комментарии, вынося из года в год политизированные и далекие от реалий современной жизни проекты псевдодокументов на различных международных площадках, Грузия тем самым признает собственную неспособность или нежелание окончательно урегулировать проблемы своих же беженцев. Интересно, куда делись миллионы долларов и евро, щедро выделявшиеся 10 лет назад западными спонсорами Тбилиси на нужды беженцев, подчеркивается в комментарии. В российском посольстве отмечают тот факт, что общее количество неголосующих за грузинские проекты постоянно превышает 100 государств, что существенно больше числа сторонников грузинской пропаганды. И это подтверждает тезис о нежелании грузинской стороны вести деловой и конструктивный разговор о перспективах политическо-правовой нормализации отношений со своими соседями. Такой путь ведет в никуда, подчеркивается в комментарии. Одна из лучших дорог в Сухуми. На такое название улица имама Шамиля сможет претендовать уже совсем скоро. Работы по укладке нового асфальтного полотна проводит республиканское унитарное предприятие «Абхазавтодор». Завершить весь ремонтный процесс планируется к августу месяцу, но уже сегодня жители отмечают, улица стала заметно чище. Как идут работы и с какими трудностями сталкиваются специалисты, расскажет Нисфа Аршба. Многолетние беды жителей улицы имама Шамиля в Сухуми, связанные с разливающейся по улице канализацией и разбитой дорогой, наконец-то закончились. Предприятие «Абхазавтодор» начало укладывать здесь асфальт. Сейчас укладывается первый слой асфальтного покрытия по всей протяженности дороги. А перед этим были проведены масштабные работы по замене канализационной магистрали. Вообще надо сказать, что это выстраданный объект в том плане, что он у нас в программе, по инвестиционной программе, сидел еще с 2016 года. Вот. Ну, выяснилось, что нерабочим оказалась канализация. Вторично пришлось переделывать канализацию, поэтому сроки все затянулись. И объект стал переходящим на 2017 год. С 2017 года потом стал переходящим на 2018. И вот мы сегодня стоим перед фактом. Произошло небольшое удорожание, потому что практически была перекопана вся дорожная одежда. Ее заново пришлось уплотнять, появились дополнительные работы. Благодаря нашим стратегическим партнерам они нам выделили аванс, и мы сумели приобрести битум, и вот начали продолжать работу. Данный объект по графикам должен быть сдан в августе. Но если нам не помешает чемпионат мира и граница будет работать хоть в каком-то режиме, и мы сможем завозить битум, то данный объект будет сдан не в августе, а чуть раньше. Жители имама Шамиля не раз собирались на стихийные митинги, обращались в различные структуры. Но кардинально ситуация не менялась. Сегодня уже сложно и представить, что некогда эта дорога тонула в нечистотах и грязи. Теперь здесь сверкает еще теплый асфальт. Устанавливаются бордюры, которые, к слову сказать, в темное время суток некоторые нерадивые водители умудряются сносить. Честно говоря, уже и смешно от радости, потому что люди утром, я встал сегодня очень рано и смотрю, уже соседи ходят по улице, дайте, говорит, свободно подышать, чтобы пыль не глотали. Дома уже мы чувствуем, что мы действительно живые люди и комфортно живем. Машина проехала, невозможно, было двери открыты, окна открыты. Вот какая погода, двери и окна у нас закрытые. Я думаю, что конец наших страданий пришло. Планируется уложить всего 2 слоя асфальта толщиной 7 сантиметров. Общая протяженность дороги более 1 километра. Следует отметить, что последний раз асфальт на этой столичной улице укладывали в 80-х годах. Потом не раз проводился ямочный ремонт, который хватало ненадолго. К пыли и грязи, разлетающейся в разные стороны, позже прибавилась прорвавшая канализация. В дождливые дни она и превращала улицу в одно большое болото. Я думаю, в течение 30-35 дней
закончим. Маленькие проблемы есть, но все это помогает. С нами рядом стал, это вице-премьер Шоу Роман Юрьевич. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить, спасибо ему огромное. И здесь жители очень довольны. Они видят, что действительно человек, как говорится, за свои слова держит ответ. Сметная стоимость всех работ более 19 миллионов рублей. Ремонт дорожного полотна проводится за счет средств, выделенных в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Также в рамках проводимых работ сотрудники Абхазавтодор привезли песок для детской площадки, которым позже будет засыпана игровая зона. Нисфа Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Государственная компания «Апснаргылара» завершила ремонтные работы по замене кровли многоквартирного дома на улице Почтовая, 35 в Сухуме, сообщает пресс-служба госкомпании. Кровлю многоквартирного дома снесло в результате штормового ветра. После осмотра объекта специалисты «Апснаргылара» приняли решение заменить плоскую кровлю на шатровую. Общая сметная стоимость всех работ составила 3 649 000 рублей. Всего заменили 1380 квадратных метров кровельного покрытия. Полностью заменены все несущие конструкции, соблюдены необходимые условия пароизоляции. Сама кровля выполнена из профнастила. Работы осуществлены в рамках местного бюджета. В целях реализации мероприятий, направленных на борьбу с коричнево-мраморным клопом в Абхазии, Министерство сельского хозяйства информирует, что в каждом районе республики под контролем управления сельского хозяйства администрации районов осуществляется бесплатная выдача гражданам республики средств фитосанитарного назначения для борьбы с клопом. Для жителей города Сухум выдача ядохимикатов осуществляется под контролем службы защиты растений Минсельхоза. Пункты выдачи средств фитосанитарного назначения. Город Сухум, муниципальный управление санэпидстанция, улица Воронова, 34, Алла Беляева, телефон 226 10 46. Гагарский район, отдел сельского хозяйства в администрации района Геворг Горонян, телефон 991 66 75. Гудаутский район, управление сельского хозяйства в администрации района Юрий Кварацхелия, телефон 770 40 87. Сухумский район, отдел сельского хозяйства в администрации района Дамей Тужба, телефон 994 99 05. Гулрыбский район, управление сельского хозяйства в администрации района Рафик Григорян, телефон 770 68 78. Ачамчирский район, управление сельского хозяйства в администрации района Ишсо Гургулия, телефон 927 28 35, Давид Ашуба, телефон 771 03 97. Тхуарчалский район, управление сельского хозяйства в администрации района Амиран Джинджолия, телефон 993 51 02. Галский район, управление сельского хозяйства в администрации района Тамас Цвижба, телефон 770 16 86. Министерство экономики Республики Абхазия учредило горячую телефонную линию для взаимодействия с гражданами республики по вопросам, касающимся работы подведомственных Минэкономики структур и организаций. Номер телефона на ваших экранах 754 33 33. Основной задачей горячей линии является мониторинг ситуации в той или иной подведомственной структуре и воздействие на улучшение ее работы. Обращения будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней. На сайте Министерства экономики создан специальный раздел, где представлен список всех подведомственных организаций и наши контакты. Обращение можно подать любым удобным способом, с помощью звонков, по электронной почте, с помощью WhatsApp, Telegram и других современных способов коммуникации. Мы ожидаем активности от граждан и надеемся, что эта информация поможет нам улучшить деятельность этих подведомственных организаций. Скульптура, керамика, декоративно-прикладное искусство, графика. Выставка работ художника-керамиста Валентины Хурхмал открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Выставку, посвященную юбилею художницы, посетили премьер-министр Геннадий Гагулия, спикер парламента Валерий Кварчия, художники, друзья Валентины Хурхмал. На юбилейной выставке художника-керамиста Валентины Хурхмал было представлено более 60 работ в разных жанрах – скульптура, керамика, декоративно-прикладное искусство, графика. Декоративные керамические изделия Валентины Хурхмал насыщены очень яркими цветами. В них отражено восприятие и ощущение художника к окружающей природе и людям. А глядя на ее скульптуры малой формы, ощущаешь некое спокойствие, потому что они добрые и искренние.
работы манят, они как-то привлекают к себе. С детьми хочется поиграть. И вот эти сферические фигуры, они мне все нравятся. То есть я их люблю не просто как какую-то картину, они мне все очень близки, дороги. Ощущение такое, что я как-то вот что-то вот родное мне. Валентина Хурхумал окончила факультет керамики Государственной академии художеств. Неоднократно принимала участие в выставках в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Германии, Генуе. Ее работы хранятся в Государственной национальной картинной галерее Абхазии и частных коллекциях Парижа, Германии, Индии, Италии и Америки. Валентина Хурхумал и сегодня неустанно занимается любимым делом. Я всегда очень с большой любовью отношусь к любой работе. Это будет керамика, скульптура, для меня это играет роль. Я с удовольствием работаю. Я много раздаю, много оставляю вот так. За большой вклад в развитие национальной художественной культуры и искусства Абхазии указом президента Рауля Хаджимба Валентине Хурхумал присвоено почетное звание «Народный художник Абхазии». Советник президента Владимир Зантари отметил, что Валентина Хурхумал является художником яркого самобытного творческого дарования, и ее произведения являются большим достоянием культурного наследия республики. Очень яркий колорит в ее произведениях ощутим. И работает она, представьте себе, с 50-х годов прошлого столетия. И вот редко кому из мастеров кисти и резца удается так долго и так плодотворно работать. А вот ей это удалось, и сегодняшняя выставка лишнее подтверждение тому, что она умеет прекрасно воплощать свои творческие замыслы. Персональная юбилейная выставка художника-керамиста Валентины Хурхумал будет открыта до конца июня. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 29-34 градуса. Температура морской воды плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.